Одним из первых на свой участок в Сыктывкарской школе номер 7 сегодня пришел глава Коми. Наравне с другими избирателями ему пришлось отстоять очередь. К 10 утра столовая, переоборудованная под помещение для голосования, оказалась явно переполнена. Много здесь оказалось граждан старшего возраста и семейных пар с детьми. Этот момент губернатора порадовал. Я думаю, что каждый, кто сегодня пришел на избирательные участки, точно осознает, что сегодня важнейший день в истории нашей страны, с учетом особых обстоятельств, в которых находится наша страна, с учетом санкций, определенных вопросов, связанных с экономическим кризисом. И здесь, конечно, важно сделать выбор, в первую очередь, который в ближайшей перспективе 6 лет определит будущее нашей страны. И это важнейшее событие, невзирая на определенные условия. Возможно, у каждого есть свое понимание, но страна важнее каждого. И каждый должен сделать свой выбор и за страну, и за будущее, и за своих детей, и за все то, чем он дорожит, и что в перспективе он желает видеть в нашей стране. А спикер Госсовета в это время свой гражданский долг выполняла в школе номер 21. Надежда Дорофеева объявила, что голосует за благосостояние граждан, и чтобы в нашей стране люди чувствовали себя комфортно и безопасно. В эти минуты она находится с инспекцией в ближайших к столице районах. В планах визита участки, расположенные в Карткерусском, Сыктывдинском и Сысольском районах. А вообще я хочу всех наших горожан, жителей республики, пригласить сегодня обязательно на избирательные участки отдать голос за будущее нашей страны. Именно за будущее. За то, чтобы мы знали, мы были уверены, что будущее нашей страны, наша жизнь зависит именно от нас. Те доводы, что от меня ничего не зависит, я считаю несостоятельными. Именно от голоса каждого зависит, какую вы себе перспективу развития России, нашей страны вы видите. А Россия у нас должна быть и будет сильной, крепкой, надежной и безопасной. В Сыктывкаре на своем участке проголосовала депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Она отметила, что для нее важно проголосовать на родине, так как здесь она состоялась как человек и как политик. Депутат подчеркнула, что выборы президента – это особое событие, когда вся страна принимает решение, как развиваться дальше. Ольга Савастьянова уверена, у страны есть новые возможности. Эти выборы, они особенные, они рубежные. Рубежные почему? Потому что мы не просто выбираем руководителя нашей страны, мы сегодня, делая свой выбор, выбираем наши возможности, мы выбираем возможности нашей страны в мире, мы выбираем эти возможности, то, что будет происходить сейчас. И также, мне кажется, очень важно, что это особый день для нашей молодежи, потому что именно в этот день наши молодые люди совершают такой по-настоящему взрослый свой первый зрелый поступок. Депутат Иван Медведев также сделал свой выбор в столице Коми по месту прописки. В республике он уже вторую неделю с рабочими визитами посещает муниципалитеты региона. Я голосую за будущее России, за будущее наших детей, за будущее наших внуков. Так называемые наши партнеры все сделали для того, чтобы пытались сорвать эти выборы. Это и Олимпиада, и отравление в Лондон и так далее. Не дождались наши партнеры. Хорошая погода, смотрю, целый поток людей идет, и придут и отдадут все свои голоса так, как считают нужным. Парламентарий Коми Василий Смалий голосует по месту нахождения. Его участок находится в Инте, в родном городе, но впервые на этих выборах выполнить свой гражданский долг по предварительному заявлению избиратели могут на любом участке. Я думаю, что сильный президент – это сильная Россия. Это наш гарант Конституции, который Конституцию будет выполнять и для жителей всей России будет делать так, чтобы они могли жить здесь комфортно и удобно. Так что я голосую за сильного президента, за сильную Россию. Голосуя за стабильность, так свой выбор прокомментировал вице-премьер Коми Анатолий Князев. На избирательный участок он тоже пришел до обеда и призвал всех жителей республики не откладывать. Главное дело этого воскресенья. Надо всем идти на выборы. Погода благо для нас. На заказ, северная погода, солнце, мороз. Выйти прогуляться, это уже настроение себе поднимешь. Тем более встречает на избирательных участках так дружелюбно, с порога встречает, подводит к урнам. Это очень здорово, настроение поднимается сразу.
На одном из участков мы провели сегодня опрос избирателей. Многие считают, задачи, которые необходимо сейчас решать будущему президенту, больше общественные, и коллизии, которые складываются сейчас вокруг нашей страны, требуют объединения и выдержанности. Не разрушить то, что создано, и чтобы страна смогла выдерживать те традиции, в которых мы, в общем-то, жили 1000 лет. Стабильности, продолжение текущего курса, надежности. Все, что было, то и чтобы в дальнейшем все было. Я голосую, конечно, за нашу самую лучшую Россию, которая впереди, за наше будущее, ради наших детей и внуков. Что, во-первых, все примут участие, свое мнение скажут, выразят свою позицию. И что в стране будет только лучше, будет сильнее и могуче, скажем так. Светлого будущего, правда. И надежности.